Здравствуйте, меня зовут Марк Владимир. Сегодня я представлю вам свою работу «Лепка карандашницы». Цель моей работы – изучить и освоить процесс создания глиняной карандашницы своими руками. Поставила я следующие задачи. Выяснить, что такое глина, выяснить, что можно делать из глины, научиться работать с глиной, снять видео-мастер-класс. Будучи материалом пластичным, глина использовалась практически во всех сферах и областях жизни человека. Занимаясь керамикой, я узнала несколько правил работы с глиной. Работу надо начинать с подготовки глины. Необходимо перерабатывать ее, чтобы удалить не попадающиеся там камни, затем поступе необходимо удалить из нее воздух, иначе изделие при обжиге в печке может взорваться. Для лепки карандашницы нам понадобится глина, шлики, это соединяющийся состав, стеки для декорирования готовых изделий нам понадобятся кисточки и акриловые краски. Для карандашницы нам понадобится слепить основу изделия. С помощью шлика соединяем основу и стенки изделия, лепим стенку изделия с помощью жгутов, выравниваем стенку, лепим уши карандашницы, соединяем уши к основе карандашницы, делаем носик. После обжига начинаем раскрашивать нашу карандашницу. После высыхания наша карандашница готова. Чтобы проверить гипотезу о том, что процесс лепки очень интересный, он может увлечь всех, я решил провести мастер-класс, разместил в Инстаграм-странице, которую вы сможете посмотреть по ссылке. С помощью глины можно создать множество интересных поделок. Я решила показать, как слепить карандашницу с мордочкой животного, ведь карандашница необходима для каждого человека, который использует ручку, карандаш и разные пишущиеся маркеры. Каким образом в процессе исследования я пришла к следующим выводам. Глиняные изделия – часть истории нашей и культуры нашего народа. Лепка из глины одновременно и дарит радость, творчество и развивает.